Приветствую, господа. Сразу извинюсь, не случился у нас большой воскресный стрим, потому что у меня не было просто возможности дотянуться до компьютера. А там, конечно, разбор интервью, компьютер необходим. В понедельник я выбрался. На самом деле, не только для того, чтобы извиниться, потому что, с другой стороны, нет худа без добра. А вот первый раз выгуливаем наше кресло. Я в парке, о чем нетрудно догадаться, в общем. В парке, и давайте поговорим. Теперь у нас есть такая возможность. Мне здесь достаточно комфортно. И, кстати, сразу призыв. Берите пример. Правда, жонка меня все время за это гоняет, что я бычки в карманах ношу. Если мусорки далеко, да, виноват. А здесь вот, как всегда в рыбацких креслах, есть такой здесь кармашек сетчатый для приманки. А у меня тут банка, в нем стоит стеклянная, как раз для пепла и бычков. Это наша Беларусь, это наша природа. Давайте ее беречь. Я даже если чужих тут найду, я их обязательно заберу. Все-таки о канале. Давайте, как и говорил, оправдываться не буду, тем более это связано с личными такими медицинскими делами. Да и сегодня я, по сути, оказался случайно на улице, потому что вынужден был прогулять рабочий день. Надо было ходить, так скажем, по учреждениям. Да бог с ним. Фокус вот в чем. Кстати, сразу говорю, не пугайтесь. Ищут старательно, но пока ничего плохого не нашли. Я не знаю, рассказывал или нет, так уж случилось, что у меня 2 раза проверяли тут шейные артерии. Они проверяют насчет бляшек. И, конечно, я сам хотел. Правда, меня направил участковый. Вообще, все это затея участкового, прежде всего. Это плюс белорусской медицине, диспансеризации и тому подобным вещам. Я-то взрослый человек, понимаю, что куря по 3 пачки в день, есть повод побеспокоиться. А тут так сложилось, что в связи с бюрократическими накладками у меня аж 2 исследования этих артерий выпали через 2 недели разницы, конечно. И второй, которого меня прислали, меня позвали, я пришел, называется. И второй, который ковырялся, УЗИ тут тискал. Первая была девушка, второй был мужик, они так тискал меня тут по-мужски, серьезно. Этой штукой своей прослушивал. Кстати, диагнозы совпали, что одного, что второго. И, как сказал мне на прощание доктор тут, он перед этим я его предупредил, что я курец тот еще. Так скажем, чем он заинтересовался? Потому что, когда выяснилось, что это второе обследование, говорит, я вряд ли найду что-нибудь новое. Я говорю, я тогда пойду, зачем я вам тут нужен? Он говорит, нет, говорит, во-первых, мне за тебя зарплату надо получить, а во-вторых, ты уже мне интересен, чем, конечно, меня не обрадовал. Но, когда мы прощались, он полностью подтвердил диагноз. Тут небольшая бляшка, 2 миллиметра на правой стороне. Процент перекрытия артерий там минимальнейший, учитывая мои 65. Поэтому, прощаясь, он сказал, вам еще 65, как раз в середине жизни и будете, судя по вашим бляшкам. И, пожимая руку, дал мне только один совет. Пожимая руку, он так и сказал,
только не меняйте свой образ жизни. Так что я по-прежнему курю по 3 пачки в день, но мы помним, курение вред. Курение вред однозначно. Не нашли здесь, сосудов у нас много, могут найти где угодно. Для этого, есть еще и легкие. Правда, там тоже у меня все нормально. При моем стаже, по сути, со 2-го курса техникума. Так что. Да, я тогда не столько курил, но тоже мне сразу это дело зашло. Это я о своих недостатках. Кроме тех, которые я указывал в Фейсбуке под своим, так скажем, подписом, там я себя, так скажем, описал как табакозависимый кофеман. И это самое. Так что вот это. Правда, с кофеманом я стал поменьше. Не скажу, как-то я очень много пил кофе тоже. По сути, весь день я пил не воду, а кофе. А потом как-то я не знаю, где-то с годик, может, назад как-то вдруг стал пить меньше. А сейчас еще меньше. Сейчас, в общем-то, вошел в норму. 2 чашечки таких обязательных, могу 3-ю выпить. Я пью крепкий кофе и пью такой, не кофейными чашечками, нормально такая кружка. Ладно, это наше здоровье. Я только хотел поселить у вас надежду, что вы от меня так легко не отвертитесь. Я еще долго буду с вами. Ладно. И все же о делах наших грешных. О канале. В общем, я говорил, у меня был день рождения, в субботу была гулянка. Внука вывезли, так скажем, на показ моего, да. У меня же еще и внук родился в феврале этого года. Это 3-й. Поэтому одна сплошная радость. Но мы можем себе иногда позволить. Это происходит достаточно редко. Мы не накидывались. То есть алкогольная часть тут совершенно была ни при чем. Надо было определенные мероприятия, и поэтому меня, к сожалению, дома не было. Вообще в воскресенье, по идее, должен был быть свободным целым днем. Но это не означает, что я не попробую, так скажем, неким образом компенсировать свою вину. Потому что то, что ты не можешь добраться до компьютера, это не повод того, чтобы вообще не осмыслять эту ситуацию. И посмотрим, к чему это все нас приведет. Почему? Потому что в результате этих осмыслений я понял, что я не очень рад стримам. Раньше, посмотрите на канале, на самом деле там много, чтобы не засорять, отключено, потому что много уже со временем потеряла актуальность, а некоторые вещи требуют внесения уточнений, доработок, потому что это ж не однажды сделанная работа, которую навсегда, как с теми же нациями. Я все никак не могу добраться именно до белорусской нации. То исследование, так скажем, то, что записано на канале, оно закончилось вообще общим понятием наций. Не скажу, что там произошли какие-то изменения. Нет. У меня нет никаких оснований пересматривать эти мои воззрения. Но зато нашлась масса дополнений, которые уже пора вносить, так скажем, в некий общий текст. Вообще я хочу поработать и действительно оформить в виде лекций и, возможно, даже в некую брошюрку. Материала дополнительного достаточно набралось. И я часто озвучиваю эти некоторые новые моменты, выясненные. Буквально и вчера я, кстати, тоже для себя, так скажем, определил некоторую новость, не с нацией, там это связано с суверенитетом, но
по итогу, вот как я говорил, кстати, я запомнил, все-таки извинялся, но я запомнил, вот тот наш новый подписчик, он, кстати, подписался на канал, Артем Демидов. Ну, там еще какой-то номер, ну, как всегда, в Google почтах, у всех у нас есть аватары, которые где-то по свету бегают, и у нас с ними совпадают имя и фамилия. Ну и поэтому там появляются эти номера. Я не считаю, что если в конце есть номер, это обязательно бот. Нет. Ну и Артем точно не бот, потому что он вполне осознанно, так скажем, некоторые вещи прописывает. И он, правда, уже под другим там видосиком написал еще один комментарий, где добавил своих размышлений. Я, кстати, отдельно извиняюсь еще и перед ним, потому что вторым пунктом в нашем плане этого воскресного стрима, вторым пунктом шла как раз эта тема. Но не суть, не страшно. Он добавил там своих воззрений, я озвучил еще несколько вещей. И как упрек поставил то, что вот проблема белорусского народа, важный момент, он явно не видел или неосмысленно так пролистал мои стримы, потому что я говорил о том, что такое народ, о правильном понимании термина «народ». Сейчас давайте дальше. Вот. И претензия такая, что вот, мол, белорусский народ не смог создать нормальной диаспоры. Ну, естественно, он там приводит в пример тех же армян, грузин, еще там кого-то. Не суть. На что я ему ответил в своем, дал ему ответ по этому поводу, что ему надо немножко разобраться. Вот как он путает нации и этносы, точно так же он путает и нация и народ. И давайте я еще раз озвучу это дело, потому что важный момент. Вопрос все-таки интересный. И стрим же никуда не денется, это просто будет немножко с изменениями. Ну, сейчас и о них доберемся. Но давайте я здесь отвечу. Значит, фокус в чем? Что вот эта ошибка, она очень такая фундаментальная ошибка. Потому что непонимание истинного значения народа к этому и приводит. А в том-то и фокус, что я обосновывал это, наверное, где-то повторюсь, что народ – это определение для, скажем, таких серьезных, ответственных налогоплательщиков государства. И я же говорил, пояснял, что когда вы берете Конституцию, открываете, там написано, мы, там, народ, учреждаем такое-то государство. То есть это ответственные люди в возрасте, это не немовлятки, которые делают взносы финансовые на свое вот это государство, в создании которого они участвуют. Поэтому мы, народ, создаем государство. А что ж, вот, немовлятка будет создать государство? Нет. Какой-нибудь хрен с горы, не имеющий никакого отношения? Нет. И даже подросток этого не может быть частью народа, создающего государство. Он даже прав избирательных не имеет. Поэтому все очень непросто с народом. Так вот, фокус народа, народ не отрывен от государства. Не может быть диаспора народа. Ничего подобного. Диаспора – это как раз те, кто уже не с государством. Да, этничность сохраняется с этим, ну, грубо говоря, народом. Но, опять же, народ – это не обязательно все одного этноса. Это вот в Беларуси это не обязательно белорусы. Точно так же народом являются и известные явления белорусские татары, и поляки, и литовцы, ну, грубо говоря, литовцы, литувисы, будем говорить точнее.
Хотя их можно и литовцами называть, это тема не меняет, это не более чем созвучность. Так вот, народ не может создавать некие диаспоры, потому что если ты уже не в государстве, то ты не народ. Ну, за отдельной частью, которая продолжает платить налоги в государство. Вот это показатель. Ты уплачиваешь налоги в государство, ты народ. Даже если ты по этносу татарин, который уплачивает налоги в белорусское государство и, грубо говоря, является гражданином этого государства, то есть это не левые ребята, это обязательно граждане государства, и это обязательно налогоплательщики государства. Вот это народ, имеющий вот такое вот, имеющий такое уникальное свое право на государство. На государство им созданное, на государство, которое, ну, на самом деле и управляться должно этим народом. Ну, в соответствии с устремлениями этого народа, на основе его менталитета. Поэтому, кстати, мне страшно не нравится вот эта вот мерзость, когда извратили абсолютно, ну, не извратили, а скорее это основано было изначально на недопонимании. Понятно, что и появляется какой-то термин, он развивается, углубляется его основание. И на каком-то этапе прохиндеи, совершенно придав не те значения, но оккупировали и перестали это дело продвигать, развивать. И вот он в таком недоделанном состоянии остался. Я надеюсь, я несколько пододвигаю это своими исследованиями по поводу нации. Надо понимать, что я говорю об исследованиях, потому что я все время эту тему держу на контроле, на пульсе, и она постоянно перепроверяется, проверяется, сверяется, сопоставляется. Через нее, значит, массу вещей пытаюсь осознавать и понимать, что, да, вот именно такое понимание нации позволяет понимать массу, огромную массу, совершенно без проблем понимать события происходящие на достаточно высоком уровне. Ну, в смысле высоком, потому что само нация, понятие нации – это уже высокий такой философский уровень. Так вот, о чем я ему там и пишу, что народ и не должен создавать никаких диаспор. Народ создает государство. А диаспора – это то, что ушло от государства. И что же удерживает диаспору с государством? А это как раз дело нации, а не народа. Именно нация, осознание себя частью нации, способна вот эту связь государства этой нации, белорусской, ну, в нашем случае, удерживать с белорусами. Ну, или не с теми бывшими, так скажем, гражданами Беларуси, если они себя считают частью нации. Поэтому вопрос создания диаспоры – это вопрос не народа, это вопрос нации. И, как следствие, государства этой нации. Но с государством у нас действительно имеются проблемы, особенно с пониманием нации. Государством и режимом есть большие проблемы. И это, кстати, я считаю основным упущением режимных идеологов. Вроде бы они играются время от времени в какую-то белорусскость, но понимание белорусской нации у них отсутствует напрочь. И, конечно же, это никуда не годится. Но, с другой стороны, это не снимает вопроса того же Антона Демидова, о том, что проблема-то с диаспорой есть, от того, что он
не совсем правильно ее привязал к народу, это же не значит, что нет проблем с диаспорой. Правда, он там не сильно педалировал сами проблемы диаспоры, но они есть. И, как мы понимаем, это проблема наций. И что не так с диаспорой, с нацией? А именно то, что вот все те, кто оказались в диаспоре там, им не хватило все-таки вот этого понимания. Причем старая диаспора есть, а вот новая как-то, я имею в виду, свежая, так скажем, с беглых в 2020 году, как-то не сильно вливаются в эти диаспоры. Ну, по крайней мере, у меня есть такое сложившееся мнение. Есть раздельность. Это может объясняться тем, что многие планируют все-таки вернуться и верят в это. И, в общем, я не готов лишать их этой веры. Единственное, что я точно не буду врать, как все эти прохидеи, и говорить, что это произойдет завтра. Нет никаких поводов к тому, чтобы серьезные изменения произошли завтра. Но нет никаких поводов для утверждения, что они вообще никогда не произойдут. И об этом мы будем говорить еще много и неоднократно. Ну, вот такой момент по поводу диаспоры. Именно то, что не нация сформирована. Нация существует. И я даже слушать не хочу о этих дебильных разговоров о какой-то недоделанной нации. Ничего подобного. Белорусская нация прекрасно существует. Начало этой нации было положено в 1963 году. И, по сути, с получением своего государства белорусского нация сформировалась. Но это же не значит, что она, сформированная вчера, не должна развиваться. И вот этот процесс развития, как, впрочем, и масса других процессов в нашем государстве, были по определенным причинам на 30 лет практически остановлены. Что, конечно же, ощущается и в развитии всего. Я честно озвучиваю, что проблемы с развитием имеются у всей Беларуси. Ну, разговор это тяжелый, поэтому, конечно же, не сегодня, а сегодня мы в парке. Солнышко спряталось, подкрадывается что-то похожее на дождик, даст Бог не накроет. Я, в общем, не сильно боюсь. У меня с собой есть волшебный плащик, ну, такая-то накидка-то большая. Ну, и я готов достаточно оперативно собраться. Ну, а по поводу самого канала, давайте я еще немножко поговорю о некоторых моих соображениях. Буквально, надеюсь, в 10 минут уложимся. И будем заканчивать этот пленэр, выход на пленэр. Так, вот о чем я на самом деле вчера надумал. Я там еще вчера слушал некоторые вещи, понятно, всегда обращаюсь на какую-то подачу материала, на какие-то пробелы. Я нашел такой канал, как, ну ладно, пока не буду озвучивать. Чего не озвучивать? «Зубы дракона». Совершенно случайно зацепился, потому что там была белорусская серия. Я не знаю, кто хлопец тот, там он татарин или кто, или бурят. Я, боже упаси, никого не хочу обижать. Он там рассказывал о том, что такое Беларусь. Беларусь между двух империй. Ну, там канал такой заточенности по поводу, значит, такого явления колонизация, колонии и все такое. И вот с позиции между двух империй, значит, о Беларуси. К сожалению,
по сути, даже исходя из того, что он излагал исторически, Вторая империя не сильно там была, так скажем, заметна. И я оставил комментарий, так скажем, о том, что да, ну, исторически, да, то он там вполне себя правильно называет, хотя самое удивительное, он там, по-моему, как раз начинает с Люблинской унии, а то, что эта Люблинская уния явилась результатом той Кревской унии, он даже не поминает. Почему? Я им так и написал: вы, ребята, если что, обращайтесь. Все правильно, исторически никаких претензий нет к датам там, и все остальное, к последовательности. Но понимание смыслов, которые заложены в эти даты, там полностью отсутствует. И на самом деле мне просто стало жалко, что вот 1,5 часа вроде бы хорошо о Беларуси, я же за то, чтобы расширялось знание о Беларуси, о белорусскости. Но это же не отловится в голове. Вы кому-то о другом государстве, о другом народе, о другой нации, озвучили какие-то даты. Это в башке не удержится, все мы это знаем. Важно смыслы, которые стоят за этими датами. А вот этого там совершенно не было. Причем я же без претензий, потому что человек явно со стороны. Он не знает этих смыслов. Ему их прочувствовать достаточно тяжело. Это надо очень углубленно и целенаправленно заниматься этими вопросами. Поэтому я им предложил, так скажем, себя в качестве того, кто готов с ними поделиться вот этим пониманием белорусских смыслов исторических. Ну, и они отозвались, услышали, отозвались и, значит, написали мне, сообщили мне, так скажем, адрес для связи и свои там какие-то, так скажем, общие, что они заинтересованы, в общем, в этом деле. Дело хорошее. Я сегодня буду писать им ответ. Это не факт, что я туда попаду, просто потому что, ну, во-первых, не нам с нашими 300, 300, сколько там, 334 подписчика, кого-то пужать. У них там 53 тысячи, что-то такое. Но не суть. Я как раз готов куда угодно идти и расширять эти знания и понимание белорусскости. Просто с их стороны какой-то великой заинтересованности нет, тем более, что они озвучивают, что они заинтересованы, чтобы к ним приходили историки, там, еще там и еще. Ну, я же не историк, в том-то и весь фокус. Поэтому, возможно, я им и не подойду. Меня это не обидит, огорчит, но не обидит. Поэтому, но из этого и уже раньше у меня появлялось, поэтому есть некоторая статистика, которую я, конечно же, отслеживаю и по Фейсбуку, и по Ютубу, которая все-таки приводит меня к мысли и необходимости внести серьезные изменения. Да, вот стримы удобно. Ты нажал и начинай болтать. Ну, во-первых, вы в курсе, что я не самый скоростной болтливец. Ну, может, вот в этом я как-то чуть побыстрее пытаюсь говорить. Но это даже требует некоторых подсознательных усилий. То есть я держу на контроле, стараясь не затягивать. Хотя смыслами я уже затянул. Можно было все это вложить в 3 предложения. А когда это дома, перед компом, удобно, все, вы в курсе, вы видите, я так неторопливо, так рассуждаю, но я-то рассуждаю, а вам это в таком виде зачем? Посмотрите ведь вот эти видео мои, даже про тяженацию. Когда оно все-таки обработанное видео, если я понимаю, что я немножко, так скажем, сбавляю темпа, я темпа добавляю. И вот те видео, на самом деле, они записаны где-то на скорости 1,25.
тоже такая не очень беглая, потому что серьезные вещи, надо все-таки их успевать воспринять. Поэтому я не пытаюсь устроить там спринт невероятный. Но понимаю, что надо мою медлительность, вот эту рассудительность поднажать, подогнать, пенделя дать, пенделя. Вот. Поэтому я думаю, что я отойду все-таки от стримов. Кроме того, что плюс ко всему, мы же вот абсолютно канал остановился в развитии в каком? Ну, чтобы прирастало. Потому что, еще раз, к цели популяризации этих знаний, вот рост канала, он просто необходим. От этого никуда не денется. И мы вынуждены прикладывать какие-то дополнительные усилия. Поэтому я все-таки вернусь к вот этим корректируемым записям, где я смогу убрать лишнее, там, где я, так скажем, уплыл мыслью, убрать лишнее, добавить скорости, может что-то откорректировать, может вставку какую-то сделать. Плюс это можно сделать более наглядным. И вот исходя из этих вещей, я думаю, что вот как этот. Я сейчас его записываю, он не идет в трансляции. Во-первых, если так, не прибегать к каким-то особым хитрикам, YouTube просто не даст вести трансляцию с телефона. Потому что недостаточно подписчиков, надо хотя бы 1000. У нас 334, ну простите. Мы должны поработать в этом направлении. Поэтому еще раз. Вернуться на канал записи, обработанная, информация более концентрированная, ну и в темпе, так скажем, в разумном темпе высказываемая. Но эту информацию я, скорее всего, буду подавать именно вот в таком виде вертикальных видео, потому что, исходя из той же доступной мне статистики, поголовное большинство смотрит на телефонах. Просто, несравнимо. Там, соответственно, вот этот вертикальный формат, он и именно в вертикальном, так скажем, положении, поэтому людям просто удобно. Я могу делать и широкоформатные, но за счет обработки в том же DaVinci вполне переделать это в вертикальный формат. Возможно, будут выпускаться и в одном, и во втором. Но вертикальный пока будет предпочтительнее, тем более, что вертикальный формат, и YouTube к нему относится более благожелательно. Понятно, если у нас будут интервью, если у нас будут какие-то совместные с кем-то, там горизонтальный формат удобнее, потому что можно разделить и дать одну половину и другую. Плюс ко всему, это даже финансово мне немножко проще. Потому что, чтобы вот там в уголке не было надписи «Призм», это та программа для трансляции, которой я пользовался, я тоже должен платить. Я все-таки пенсионер, хоть и работающий. И для меня это платить, да, не убийственно. Но это по цене, блок сигарет. А при моем курении это вполне себе ощутимо. Начинается мелкий дождик, который, возможно, скоро закончится. А возможно, перестанет быть мелким. Пока что он такой мелкий, что меня даже не пугает. Так, я не грязный, это на меня тут с деревьев сыпется семена. Капает, скоро начнет мокнуть моя майка. А на самом деле я уже собирался закончить. Так что вот вам белорусская природа, вот вам охламон белорусский, болтающий. И вот вам заодно и белорусский дождик. Уже пару капелек, я смотрю, упало на экран. Снимает-то камера, а не экран, так что вряд ли вы это увидите. Да, чуть-чуть усиливает. Но пока не настолько страшно, чтобы я встал и побежал. И как вы видите, тут есть
под что спрятаться. Вот ива, совершенно прелестная тут ива с великолепным, вон там внутри, давайте я покажу, там внутри такая она. Видите, там прям под ивами великолепная совершенно площадка, можно вплоть до того, что туда просто перебраться и продолжить болтать. Но на самом деле мы, конечно, закончим. А я еще сегодня запланировал... да. И это не просто фокус в том, что мы вот перевернемся и все. Нет. Сейчас значительно вырастет количество публикаций. Потому что пока будут большие обрабатываться, добавляться, там что-то монтироваться по-серьезному, я буду записывать побольше вот таких. Но они будут касаться больше актуальных тем, либо каких-то отдельных мыслей. Вот как я поминал же ту же мысль про суверенитет, которая вчера. Я очень хотел с вами ею поделиться. И сейчас я, пожалуй, сдерну из парка, а уже дома запишу стрим вот, и поделюсь по-быстренькому. И сегодня вы услышите эту новость. А беречь ее для какого-то большого видео, где я смогу это высказать, озвучить, привязав к чему-то. Ну, это такое. Они теряются иногда, кстати, я ленив записывать. А так вот будет своего рода фиксация. Ладненько. Дождик усиливается. Пока-пока. Берегите себя. Хай все будет добре. До побачення. Коханенькі родні.